فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. В прошлых уроках мы с вами разбирали отрицание глагола прошедшего и настоящего времени. И тема нашего сегодняшнего урока – нафюль фи'ли фи заманиль мустакбали. Отрицание в будущем времени. Знаешь ли ты то, что син и сауфа и сауфа приходят перед глаголами настоящего времени и меняют их время на будущее время. Используются перед аль-фи'лю мудари'у глаголами настоящего времени для указания на будущее время. И поэтому син и сауфа приходят перед глаголами настоящего времени, меняя время на будущее. Например, син ау сауфа. Син или сауфа. Плюс аль-фи'лю мудари'у глагол настоящего времени. И равняется аль-мустакбаль. Становится глагол будущего времени. И поэтому син и сауфа. Син или сауфа. Плюс глагол настоящего времени. То есть они приходят либо син, либо сауфа. Когда приходит перед глаголами настоящего времени, глагол становится будущего времени. И поэтому син и сауфа указывают на мустакбаль. Указывают на будущее время. Приходит перед глаголами настоящего времени. И у нас получается уже аль-мустакбаль, то есть уже будущее время. Например, са-азуру садики гадан. Са-азуру я навещу садики своего друга гадан, то есть завтра. Са-азуру я навещу садики своего друга гадан завтра. Глагол азуру, то есть без син, это глагол настоящего времени. Азуру. Я навещаю. Однако приходит, например, син перед глаголом настоящего времени и меняет время на будущее. То есть буду навещать своего друга завтра. Завтра это уже будущее время. И син приходит слитно с глаголом настоящего времени. Сауфа приходит отдельно. Например, сауфа азуру садики гадан. Поэтому син или сауфа. Са азуру буду навещать. Сауфа азуру. Таким образом. Оба эти предложение означает «завтра я навещу своего друга». Сейчас рассмотрим отрицание действия в будущем времени. На вопрос «Халь сатадхабу гадан иля мадрасати?» «Халь сатадхабу гадан?» То есть «пойдешь ли ты завтра иля мадрасати» в школу? Утвердительный ответ «аль-исбату» говорим, то есть будет звучать следующим образом. Наам, да. Саадхабу гадан иля мадрасати. Да, я пойду завтра в школу. А что касается отрицательного ответа ан-нафью, по-русски он будет таким образом. Например, нет, я не пойду завтра в школу. Ля, нет, лян адхаба. Не пойду я завтра гадан
иляль мадрасати, в школу. И поэтому вопрос вставляется таким образом, посредством син. Халь сатадхабу гадан иляль мадрасати. Пойдешь ли ты завтра в школу? Например, утвердительный ответ будет аль-исбат. Наам, да. Саадхабу. Я пойду. Я пойду. Гадан, завтра в школу. Однако тема нашего урока это аннафью, отрицание. Если мы хотим отрицать, говорим сначала ля, нет, а потом перед глаголом настоящего времени приходит частица лян. Частица лян приходит только перед глаголами настоящего времени. Приходит только перед глаголами настоящего времени, указывая на будущее время. Лян приходит перед глаголами настоящего времени и указывает уже на будущее время. И лян его название харфу насб. Харфу насб – частица насба, так как при приходе перед глаголом настоящего времени влияет окончание глагола настоящего времени и делает окончание глагола с фатхой мансуб. Мансуб с фатхой. Лян азхаба. Например, азхабу – я иду с даммой. Приходит лян, уже становится фатха. Говорим лян азхаба. Азхабу – иду. Лян азхаба – не пойду. Таким образом. То есть лян – это частица отрицания. Лян – не. И указывает вместе с глаголом настоящего времени, указывает на будущее время. Задается вопрос, указывая на будущее время. И поэтому отрицаем с помощью лян. Лян указывает на будущее время. Также приходит перед глаголом настоящего времени. Халь сатадхабу ля лян азхаба. Уже азхаба. Лян делает его с фатхой. Делает его мансубом. Мансуб биль фатха, с фатхой. То есть лян влияет на окончание глагола настоящего времени, делая его мансубом, то есть с фатхой. Азхабу – иду, лян азхаба – не пойду. Таким образом. Халь сатхазхабу гадан иляль мадрасати ля лян азхаба гадан иляль мадрасати. Таким образом. Амфилятун ухра. Другие примеры. Халь сатанаму ляна, то есть пойдешь ли ты спать сейчас? Биль исбати, с подтверждением. Наам, да. Саанаму, я пойду спать. Или, например, бин нафи. Вот это наша тема, отрицание. С отрицанием ля, нет. Лян анама, я не пойду спать. Вот обратите внимание, то, что окончание стало с фатхой по причине лян. Лян харфу насба, это частица насба. Почему мы называем его частицей насба? Так как приходит перед глаголами настоящего времени, делает их мансубом, окончание с фатхой. Или, например, «Халь сатусафирин аль-яума». «Халь сатусафирин аль-яума». «Сатусафирина», то есть ты собираешься путешествовать сегодня. Биль исбати, с подтверждением. Наам, да. Саусафиру, я собираюсь путешествовать. Или если хотим отрицать, говорим, например, бин нафи, с отрицанием. Ля, нет. Лян усафира, я не собираюсь путешествовать. Прочитай ниже следующее предложение и обрати внимание на значение лян и на то, как эта частица используется. Например, лян ягфираллаху лиль мунафики. То есть Аллах не простит лицемеров. Таким образом, лян приходит перед
глаголом настоящего времени. Аллах, то есть, не простит в будущем. Аллах не простит лицемеров. Таким образом. Са'алятил устазату толибата. Са'аляти спросила. Аль-устазату учительница. Толибата студентку. Лимаза тааххарти. Почему ты опоздала? Факалят, она сказала, студентка. Ма'азиратан, простите. Лян атааххара марратан ухра. То есть я не буду опаздывать в следующий раз. Лян приходит перед глаголом настоящего времени. Глагол тааххара ятааххару. И окончание с фатхой, так как перед ним приходит лян. Лян атааххара. Или, например, лян асира илля фи тарики л-хакки. То есть лян асира, я не пойду, илля, кроме, фи тарики л-хакки, кроме по правильному пути. Например, мы говорим, лян используется только отрицание действия в будущем времени. Обрати внимание на то, что глагол после лян всегда фи'лун мудари'ун, глагол настоящего времени, и без син или сауфа. Так, например, если тебя спросят, халь сатхадхабу, пойдешь ли ты? И ты ответишь, ля лян саадхаба. Таким образом, то это будет ошибка. Почему? Потому что ты использовал син после лян. Это не допускается. А правильно будет ля лян адхаба. Таким образом. И поэтому нельзя отвечать таким образом. Ля лян саадхаба. Будет правильно, если мы скажем ля лян адхаба. Без син или сауфа. Например, если задается вопрос, например, халь сатхадхабу, приходит син, указывающий на будущее время, однако в ответе син уходит. Вместо син приходит лян, частица лян, отрицающие действие будущего времени. Однако приходит также перед глаголом настоящего времени. И отрицаете уже действие будущего времени. Например, вопрос. Заметили ты огласовку, которая стоит над последней буквой аль-фи'люль мудари'у, глагола настоящего времени. То есть после лян. Сукун или дамма или фатха. Конечно, фатха. Тадрибун. Упражнение. Ответь на следующие вопросы в отрицательном контексте, так как это показано в примерах. Например, аль-мисалю – пример. Ас-суалю – вопрос. Аль-иджабату – ответ. Например, халь сату'атини л-китаба – задается вопрос. Халь сату'атини л-китаба – то есть, дашь ли ты мне книгу? То есть, указывать на будущее время. Дашь ли ты мне таким образом? И ответ на отрицание аль-иджаба. Ля, нет. Лянну у'атияка. Я не дам тебе. Халь саянтасиру л-аду алейна. Задается вопрос. Победит ли враг нас? Таким образом, надо отвечать, отрицая сначала ля, потом запятая, а потом уже лян и глагол настоящего времени. Например, ля лян янтасира. Таким образом, ля лян янтасира. Нет, не победит. Таким образом. Или, например, халь сатаджлисина хуна. Ты собираешься сидеть здесь. Надо отвечать, отрицая ля, нет, потом уже лян и глагол настоящего времени. У нас будет ответ уже отрицая
глагол будущего времени. То есть лян приходит перед глаголом настоящего времени и меняется на будущее время. Потому что задается вопрос, то есть, например, ты будешь сидеть в будущем здесь. И также отрицание также будет, например, ответ отрицая в будущее время. Ля нет, потом запятая лян и глагол настоящего времени. Например, глагола джаласа и яджлису и так далее. Халь сатазуруни гадан, задается вопрос. Халь сатазуруни гадан, то есть ты навестишь меня завтра. Ответ ля нет. Лян уже частица отрицания и уже глагол настоящего времени. Здесь, например, зара язуру. То есть глагол настоящего времени. И перед ним лян. Ля, лян и глагол зара язуру. То есть отрицание уже глагола будущего времени посредством лян. Халь сатадрусина аль-физия. Задается вопрос. Халь сатадрусина аль-физия. То есть собираешься ли ты изучать физику? То есть такой вопрос. Ответ ля, лян и глагол настоящего времени. Халь саяшраху устазу аль-каидат аль-яума. То есть учитель будет, например, делать шарх, объяснение, основу сегодня. Также ответ должен быть ля, лян и глагол настоящего времени. Глагола шараха яшраху. Или, например, халь сатагсилин аль-малабис аль-яума. Собираешь ли ты, то есть стирать одежды сегодня? Такой вопрос. И ответ также будет ля, лян и глагол настоящего времени. Здесь остановимся. Субханака ва бихамдика. Ашхаду ан ла иляха анта астагфирука ва атубу илейка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. من حلوى